2020 год был годом 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это знаменательная дата, и очень много было сделано в стране и в Республике Башкортостан. Вот в связи с этим юбилеем был указ президента нашей страны и указ главы республики по этому поводу. Вся страна отмечала, и много было сделано в творческом плане. И вышли целый ряд книг. Вот вышла большая книга «Башкортостан в горниле Великой Отечественной войны» 1941-1945 годов, легендарная 16-112 башкирской кавалерийской дивизии. И вот эта книга тоже повторное издание «Подвиги их бессмертны» о героях Советского Союза, героев Российской Федерации. Эти книги сыграли важную роль в формировании сохранения историко-культурного наследия, мужества и героизма людей нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Книга легендарная 16-я 112-я гвардейская башкирской кавалерийской дивизии создана была на основе предложения главы республики. Вот он мне поручил эту книгу подготовить, потому что здесь вначале идет тетрадь из Донбасса. Он ездил с рабочей командировкой в Донбасс, и там привез документы, которые сохранились у населения поселка Петровское, которые там люди являлись свидетелями, как шли бои, когда наша дивизия оказалась в окружении, и люди многие погибли, местные жители оказывали помощь, поддерживали, хоронили, прятали от немцев наших бойцов, собирали документы. И вот они, как реальные свидетели, оставили свои воспоминания. Эти воспоминания вошли сюда. И в этой книге есть еще отдельная статья о генерале Шаймуратове, исторический формуляр 112-й башкирской кавалерийской дивизии и 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, потому что сначала она была 112-й, потом стала на войне 16-я гвардейская кавалерийская дивизия. Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Камалеева Айгуль. Я автор книги «Башкирский костюм. Технология, конструкция, декор». Книга вышла в свет в издательстве «Китап» имени Зайнаб Яишевой. Башкирский костюм уже более 25 лет является объектом моих научных исследований. За это время мы изучили огромное количество старинных образцов башкирской одежды в музеях и частных коллекциях на территории Башкортостана и городов России. Меня всегда интересовал вопрос, а как изготавливалась одежда в прошлые столетия, в древности? Ведь костюм для наших предков – это не просто вещь, которая защищала от холода или жары. Это целый мир, наполненный энергией животных, растений, незримыми образами магических духов. Талант и гений наших предков заключался в умении создавать целые комплексы одежды, которые, с одной стороны, прекрасно защищали и были адаптированы к климатическим условиям и характеру труда, а с другой стороны, представляли собой картину мира, выраженную через декоративные композиции и орнаменты. В нашей книге мы постарались показать все разнообразие башкирского костюма, его уникальность, неповторимость в конструктивном и декоративном решении, его древность и наполненность магическими символами. Здесь, на Урале, башкиры издревле создавали самую приспособленную к климатическим условиям, суровым условиям Южного Урала одежду. Но не только. Башкирский народ еще заботился и о гармонии в душе. Он старался быть частью великолепной и разнообразной природы Урала. И все это отражалось как раз в костюме. И потому башкирский костюм еще на долгие годы останется загадкой. И мы будем, надеюсь, раскрывать и писать книги об этом и в будущем. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить книгу, которая была написана мной и профессором Владимиром Александровичем Ивановым, и посвященная которую мы посвятили нашему другу, выдающемуся историку, археологу Геннадию Николаевичу Грустовичу. Книга называется «Башкирский юрт Золотой Орды». Это очень интересный момент в истории изучения, в истории нашего края. К сожалению, до сих пор даже выдающиеся мэтры башкирской исторической науки, российской исторической науки этой темы касались края очень скупо.
Достаточно было там 10-15 страниц материала, и на этом все обрывалось. Мы с Владимиром Александровичем решили по максимуму раскрыть проблемы, которые связаны с пребыванием нашего края, нашей родной Башкирии в составе Улуса-Джучи, или Золотой Орды, как ее называли впоследствии. Период охватывает с момента завоевания монгольскими ордами Южного Урала, Зауралья, Среднего Поволжья, 1236-237 год, вплоть до распада Золотой Орды в 1447 году. Это очень интересный, насыщенный множеством событий исторический период. Во-первых, наконец-то, после того, как Башкирия вошла в состав такой гипер могущественной державы, коей являлась Золотая Орда, здесь в полной мере расцвели ростки государственности, которые соответствовали всем чингизидским государствам, существовавшим на территории Евразии. Нужно сказать, что вхождение Башкирии в состав Золотой Орды, вне сомнения, являлось положительным фактором, который по итогу повлиял на дальнейшее осознание башкирами себя как нации, как народа, единого, целого и в то же время входящего в состав мощного государственного образования. Дорогие друзья, представляю новую свою книгу. Называется она «Хождение к Студенному морю». Это продолжение эпопеи о старообрядцах. Первая книга «Скитники», вторая «Золото Алдана», и вот это третья «Хождение к Студенному морю». Ну, здесь рассказывается, охватывает она период уже после 1957 года, о судьбе старообрядческой общины, которая скрывалась на Алданском Нагорье. Написал ее по просьбе практически читателя, поскольку многие обращались ко мне с вопросом, а что происходит дальше с общиной и с ее главным героем Корнеем. Вот. Вот здесь те, кто хочет, могут прочитать в магазине «Китап». Она имеется, ну, и в ряде других магазинов, в том числе в магазине «Планета», сети «Планета». Ну и материала накопилось довольно много, поэтому сейчас работаю уже над 4-й книгой, это «Эпопея о старообрядцах». Рабочее название «Золото Алдана». Издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой с 2019 года выпускает мультимедийные издания для самых маленьких читателей. Первая книга «Хитрая лиса». Мобильное приложение «Хитрая лиса». Это интерактивное мультимедийное издание для детей и всех тех, кто интересуется народным творчеством на русском и башкирском языках. В приложении представлен анимационный фильм «Хитрая лиса» по мотивам одноименной народной сказки. В мобильном издании реализована аудиосказка, а также функционируют интерактивные разделы по рисованию, написанию диктанта, созданию заметок и закладок. Мобильное приложение «Хитрая лиса». В 2020 году вышло очередное издание «Три друга». В книге нам удалось полностью передать атмосферу издания и создать по-настоящему удивительные мультимедийные чудо в формате 3D для детей. Борон заманда Ирандык тауларындагы бер мәмерьялә яшәгән ки 3 дус: Бурһык, Терпе һәм Сыскан. В давние-давние времена в одной из пещер на горе Ирандык жили, говорят, 3 друга – барсук, еж и мышь. Long ago, in one of the caves of Mount Irandic, there lived 3 friends: the badger, the hedgehog, and the... В конце этого года ожидается выпуск нового издания под названием «Сивый конь».